Состояние здоровья 14-летнего подростка, который упал с трехэтажного заброшенного дома в Сыктывкаре, медики оценивают как стабильное. У мальчика компрессионный перелом позвоночника. Несчастный случай возмутил общественность столицы, которая призывает мэрию действовать решительно. Подробности знает Елена Кононова. Сыктывкар, Сысольское шоссе 15. В заброшенном здании на территории бывшего СМЗ бетонные плиты свисают с потолка. В любой момент они могут рухнуть и кого-нибудь придавить. Прогулка по так называемой заброшке едва не стоила жизни 14-летнему мальчику. Он сорвался с высоты трехэтажного дома. Данный пациент получил достаточно серьезную травму позвоночника, грудной клетки. Но еще, скажем так, легко отделался, не получив травму внутренних органов, головы, не сломав себе ни одной конечности. Могло бы все быть более печально, и он бы лежал сейчас в реанимации. Сегодня активисты ОНФ перекрыли входы в здание сигнальной лентой и повесили таблички, напоминающие об опасности. Хотя подростков это вряд ли остановит. По словам жильцов из соседних домов, эта заброшка для детей словно медом намазана. Уже в течение 5-6 лет они бегают тут, начиная вот от такого возраста и кончая такого. Что бы им ни сказали, они все говорят против, они все равно бегают. В прошлом году были установлены решетки, вот эти деревянные, которые они сами сносят и запрыгивают вот по этим лестницам наверх. Им не нужен первый этаж, им нужна крыша. Сядут на крышу, ноги свесят и сидят. В здание можно попасть без труда, хотя и видно, что когда-то входы и окна на первом этаже были заколочены. Сейчас доски выбиты. Еще месяц назад активисты Народного фронта побывали здесь с инспекцией. Они по традиции в дни каникул проводят рейды, посвященные безопасности детей. Очередной объект в городе Сыктывкаре – это заброшенное промышленное здание бывшего СМЗ, которое не в первый год попадает уже в зону нашего внимания. Инспекторы зафиксировали, что доступ в здание не ограничен, и обратились в мэрию. Местные власти, как оказалось, давно ведут войну с собственником строения этого объекта. Осенью 21-го выиграли суд, по решению которого вокруг заброшенного здания должен стоять забор. Несмотря на то, что уже в октябре прошлого года собственнику здания было вынесено судебное решение ограничить доступ и сделать ограждение в виде забора вокруг здания, мы зафиксировали, что эти работы не были проведены. Обратились в администрацию города, чтобы напомнить собственнику о необходимости обезопасить этот объект. Но, к сожалению, на днях буквально здесь пострадал ребенок, который упал с высоты 3-го этажа и получил различные травмы. Сейчас находится он на лечении в больнице. Сегодня дело у приставов. После несчастного случая по обращению мэрии собственником здания займутся правоохранительные органы. Фронтовики, в свою очередь, готовят обращение в прокуратуру. Сегодня в Сыктывкаре таких брошенных зданий порядка 10, и большинство из них можно спокойно пройти. А значит, и в любое время несчастье может повториться. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.